Ребятки, всем большой привет. Ну вот и долгожданный выход на рыбалочку. Прошла ровно неделя, буквально с момента, как мы уезжали на первый лед. Сегодня уже, ребят, давно не первый лед. У меня выход. Сегодня я один, ребятки. Приехал в поселок. Буду находиться целую неделю, рыбачить. Ну и напарника себе не поднашел. Так что сегодня идем пешочком в одного. Погода шикарная, 4 минус. Ну, правда, ветер, зараза. Вот отошел от поселочка, встал под елки такие, ну, чтобы не задувало, потому что сейчас буду уходить на поля, будет задувать сильно, не будет слышно. Ну, прийти мне надо около 4-5 километров, наверное. Вот все думал, ребят, какую рыбалку себе придумать. Пообщался с местными и как бы по прогнозу решил так, что рыба особо не клюет. Просто в течение дня буду искать мелочь, а лучше всего это ёрш. И поставлю донки, ребят, на налима. Так как буду в поселке, в любом случае завтра, послезавтра есть возможность прийти, приехать, проверить. Так что, ребят, вот такая рыбалка сегодня будет. Но если в течение дня что-то найду, может белую, может окуня, то, конечно, порыбалим, ребятки. Так что вперед с песней, потихонечку. Дорога шикарная, просто бомбовская. Братья рыбаки накатали. Вообще песня просто. Идти одно удовольствие. Как недели две, наверное, толком снега не было. Снега вообще немного. Накатано просто шикарно. Ну вот выхожу на поля, ребят. Сейчас будет сильный ветер, наверное, в камеру. Так что извиняйте, если что. Потопаем потихонечку. Ну вроде свежие следы, что уже рыбаки пошли, поехали. Точно знаю, что на Верховье на одно место поехали сегодня 2 человека. Это 100% я знаю. Ну и может кто-то в течение дня подъедет. Так, ну что у нас получится, ребят, я думаю, мы увидим. Так что погнали. Все, вперед с песней фронтовой, как обычно. Путь дорожку. Ну вот и первую мотособаку, ребят, наблюдаю с другой окраины поселка выезжает. Тут как сходка, ребят, понимаете? Рыболовное братство — это страшная тема. Получается, я с одного окраина выхожу, кто-то с другого выползает. Ну вот, ребята, погнали. Что, ребятки, изрядно уже посветлело. По дороге где-то я с полчаса, наверное. Потихонечку топаем, помаленечку. Вот одна мотособака прошла. Все, больше как будто никого не видать. Ну хотя замечено, что смотрю, местные многие выезжают вообще уже пасветом. Уже совсем светло. Я не знаю, у меня с детства манера такая рваться пораньше. Чем раньше, тем лучше. Световой день короток уже. Охота больше провести время на рыбалке. Такие манеры. Да, конечно, сейчас бы сесть, поехать, уже бы на реке бы был. Ну, пешочком тоже, ребят, жизнь. Ножки не надо забывать. Постоянные комментарии. Андрюха, когда заведешь уже со своей техникой? Очень улыбнул, что один комментарий там развили. И диалект повели за снегоход. Конечно, улыбнуло немного, ребят. Снегоход даже не буран, он просто стоит бешеных бабок. Это от полуляма до 1,5. Но это вообще бабки неподъемные. В планах, конечно, ребят, приобрести мотособаку, потому что для рыбалки песня вообще. Дороги всегда набиты, дороги всегда есть. Рыбаки постоянно ездят, дороги не заметаются, просто не успевают заметаться. Для рыбалки, да, песня. Легкая, кушает мало. Можно одному ее поднять, там, грубо говоря, перетащить. С снегоходом уже беда. Ну, для охоты зато уже по тайге, по целине мотособака это уже фуфло.
там уже снегоход. Потому что с каждым годом барыха все больше, ребят. Рыбалки, охота уже комфортные там. Если брать же ту же палатку, печку, раскладушки, но это точно ты не уволокешь их, даже на волокушах за собой. Ну это просто не по кайфу. Это благо вот снега мало. Иду как по полю, по асфальту точнее. А сейчас бы, возможно, лямпы надо было одевать и херачить. Вот такие пироги. Но дохожу уже до реки, немного осталось. Но надо будет мне еще спуститься с километр, может, а может и 1,5 до определенной точки. Там будем пробовать сегодня. Что, ребят, добрался до льда. Спустился тут на одно место проверить. Так как немного поинтересовался, где рыбка, да что, да как. С утра можно попробовать здесь порыбалить. Ну вот смотрю, палки стоят вогнутые. Возможно, тоже кто-то на налима поставил домки. Вот. Раз, два, три, 4. Ну, наверное, скорее всего, так похоже. Я сегодня таким же образом хочу попробовать. Ну а пока вот идем. Сейчас посмотрим одно место. Попробуем порыбачить. Ну вот и рассвело на льду. Классно. Тепло, ребята, вообще шикарная погода. Классно. Ладно, что за прибытие, ваше здоровье. Как обычно, 150 чаю. О, шикарно. Спокойно, здесь ветра нету. Хотя ветерок такой сегодня нехилый. Ну, попробуем что-нибудь разловить. Вот виднеется деревня старая, уже заброшенная, уже никто не живет там. Да, народу пока не слышно. Ну, еще рано, может, кто приедет. Ладно, начнем. Так, это сразу резиночки убрать надо в кармашек, чтобы не забыть, не потерять. Сейчас побурюсь, по старым луночкам похожу. Почему по старым, ребята? Потому что ножи хреновенькие, так и не прикупил, блин, ножи. В городе был, что-то дурак забыл, а пошел у себя в магазин, который ни хрена нету. Там, как обычно, не привезли. Ну вот так побудемся. Порыбачим. Погнали наших городских. Так. Пока в стороночку. В арсенале, ребят, 3 удочки заряженных. Балаечка. Леска 0,08, даже и не единица, наверное. Маленькая мормышка. Это такая живцовый вариант. Это средняя. Потому что течение у нас присутствует. И вот сейчас сделал специально для мощного течения. Так, ветерок у нас в ту сторону. Пересядем. Такую просто мощную удочку, ребят. Ну, в принципе, не люблю рыбачить на такие удочки. На тяжелые снасти. Люблю легенькие, чтобы в руках не чувствовалось. Но, как показывает практика и наши местные рыболовы, хорошая рыба на течении, на глубине
И чтобы добраться до нее, нужны груза, тяжелые мормышки. Тем самым, не задумываясь, решено было сделать удочку тяжелую. Ну вот такая бандура, ребят. Розовая, оранжевая, такая яркая. Тут еще ножки сюда одеваются. Ну такая удочка даже для блесенки подойдет. Леска 1,4 основная, поводок 1,2. Тяжелая вольфрамовая мормышка снизу. Я не знаю, сколько она весит, но тяжелая. 250 рублей ценник, ребята. Удочка стоит 100 рублей, мормышка 250. Разница, конечно, бешеная. Ну и наш любимый гвозди, кубик, гвозди, шарик. Правда, в наших водоемах почему-то он сильно себя не показывает, но в средней полосе России он выдает как ни на есть просто суперски. Конечно, течение в ту сторону, мне надо сесть, по идее, по течению, потому что я буду за кромку льда зацепляться. А если, не дай бог, рыба, то вообще будет беда. Наживка сегодня, ребят, мотель опарыш. С червем проблемы. Мотылек и опарыш. Так, на большую мормышку оденем опариков, а туда мотыликов. Такой бутерброд сделаем. А вдруг тут, ребята, ясь стоит под лункой, ждет. А тут хопа, и Дрюня с опариками подъехал. Тихо, куда покатились бродяги? Блин. Так, ну что, погнали. Главное с первого заброса не поймать. Сейчас настроим, чтобы было удобно. Глубина должна быть бешеная, по идее. О, нашел. Ну все. Настроимся сейчас и попробуем поиграть. Кивочек можно еще выпустить немножко. Погнали. Мормышки, конечно, бешеные. Я не люблю на такие снасти рыбачить, но попробуем, не знаю. Вот собака едет. Ну так бегаю по лункам, ребят. Пока ноль внимания. Течение, конечно, страшное. Охота бы, конечно, снасть поделикатнее поставить, но я уверен, что я глубину просто тупо не найду. Ближе к берегу попробую. Ближе к берегу попробуем. Ну, походил по яме вот этой. Ну нет, что-то тишина. Тишина. Пойду-ка, ребят, я на мелочь. Все равно надо ловить живца. Так как собираемся ставить доночки же, правильно? Да и ближе к яме. Донки планирую поставить на том пляже, где по осени попался налим хороший. В том районе ближе к Устье, к Сысоли ближе. Так что пойдем мы потихонечку. Мужики проехали. На одном буксе проехало 4 человека. И снегоход, точнее буран, пролетел тоже. Куда-то ниже поехали. Ладно. Ну тут походу вот донки стоят. Все равно мне надо еще вот как ветки заготовить длинные. Вон как, ребят, падает лед, как падает вода. Шикарно стоит треск такой. Мама, не горюй. Может, запечатлю на камеру. Прикольно будет. Ладно, потихонечку потопали.
посмотрим. Ну, плотва мелкая. Ну, живец есть. Короче, сейчас возьмем баночку, ребятки. Где-то у меня баночка есть. Наберем воды туда. Ну, если ерша не найдем, пускай плотва будет. Сейчас немного прикормим, ребят, мотыльком пылящим. Мелочь соберем. Вот так. Сейчас она разбухнет там. Что-то прикормка падает или клюет. Прикормка, наверное, упала. Сейчас она разбухнет, мелочь подойдет. А мы пока чайку попьем. Дурная рыба дергает. А там уже мотыля сбила, наверное. Чай вкусный и не дает попить чаечек. Ладно, сейчас поймаем штук десяток. Пойдем ближе к яме, наверное. Делать тут нечего. Мелочь, понятно, что клюет. Ну, можно поискать, по идее. Ну, у нас планы другие, ребятки. Тихо, тихо, тихо. Ух ты. Замерзла уже вода. Не нашел ёршика. Ладно, что, половим эту мелочушку. Пускай уже будет. Замерзает моя майночка-то. Кто-то еще приехал. Неужели мужики не хотят рыбу искать? Мелочи-то ловят, что ли? Еще и сходит даже. Как его, ребятки, ловить, не знаю. Вообще килька. Килечка. Ладно, нажиться пойдет. Мне главное поймать. Что-то, ребят, вроде научился ловить ее. А на соплю сейчас попробуем.
Как такое подсекать, ребят? Вот видели, да? Еле-еле, душа в теле. И только на свежего. Выбирает еще. Ну вот, ребят, штук 10 поймали, наверное, хорош херней заниматься, так скажем. Пойдем-ка мы, ребят, на яму. Работы еще много. Надо вырубить жерди. Красиво, да, ребят? Смотрите, как прикольно вон. Вода упала. Лед на ветках остался. Шикарно вообще. Ну что, ребят, вот дошел я до этого пляжа. Здесь, помните, я ставил донку. Кстати, вот по большой воде. Вот моя палочка. Вторая. Смотрите, как вода поднималась, ребят. Охренеть. Вот вторая палочка. Вот в этом пятачке, ребят, я сейчас раскину 8 донок, 8 поставушек, 8 тычек. Кому как удобнее. Ну, изначально, ребят, я думаю, надо перекусить. Время у нас 12 час. Так что мы, ребятки, сейчас сначала перекусим с вами. А потом я вот как-то вот здесь раскидаю. Каким-то вот таким образом 8 штучек. Сейчас на яме пробовал. Одного ёршика поймал. Ладно, будем на плотву ставить. И я думаю, на сегодня нам рыбалки хватит. В планах было поставить доночки, так что мы этим и будем заниматься. Не будем искать рыбу, можно рыбачить, но мы не за этим, ребятки, пригнали. Ладно, пойду в кусты, наверное, там ветра поменьше. Так, чаечек, термосочек. Так, сразу достанем топорик, ребят, сейчас надо будет вырубить мне не жерди, как скажем, длинные ветки, насколько можно будет длинные, потому что глубина тут 3-4 метра, это соответственно на 4-метровые где-то примерно. Чем тоньше, тем лучше, и чем прямее, соответственно, чернявенький. Сальца, ребят. Сальце, мальце, яйце. Сало, говорит, что свисало, да? С утра там с мамкой завтракали. Котлеточки. Ну что, ребятки, приятного аппетита. Мне и вам. Сейчас перекусим и займемся настоящим делом. Огонь. Ну что, приступим. Он нашел подходящие жерди. Как раз длинные, тонкие,
То, что надо. Мужиков техника стоит. Раз. Два. Отлично. Ровно и без веток, без сучков. То, что надо. Раньше в детстве ставил такие закидухи. Нормально. Так, это самая длинная, наверное, получилась. Ну вот и все. Начнем, ребятки. Где-то в этом районе первая пойдет. И вот так сделал поводки. На газету намотал вчера вечером. Леска 0,3, наверное. Вот так. Сейчас по одному будем ставить. Вдвоем, конечно, быстрее все это дело. Ну ничего. Забыл зазубрины сделать. Вот сюда делаешь зазубрину, чтобы леска не уходила. Да, петля. Что, берем поводочек первый. Первый есть. Остальные в кармашек. Опа. И вот петелька у нас. Вязать ничего не будем. Просто потом сейчас зазубринки сделаю. Все, ну вот так затягивается у нас. И все. Берем живчика. Надо было сначала, конечно, ребят, опустить. То бывало то, что промахиваешься, до дна не доходит. Ну, вроде тут глубина такая 3 метра.
Палки на метра 4-5. Погнали. Наших городских. Потихоньку, помаленьку отпускаем нашу доночку. Все, вот пляж чувствуется. Можно немного воткнуть ее. И желательно, ребятки, снежком. Нормально, так обильно. Снега, правда, мало. Но все равно что-то наберем. Так, зазубринку сделаем сразу. Чтобы туда леска. Погнали. Так. Хорошо. На природе. Классно. Так, я думаю, достанет же глубина у нас везде. Не буду я промерять, морозить руки. Петелька. И вот в прорез ее ставим и затягиваем. Затягивать не надо, она просто сама как на натяжение затягивается. Живец просто, что ни на есть, живцовый. Вот пошла красавица. Немножко воткнем и закапываем снежком. Морозов сильных-то не обещают, ночью до 11. Я думаю, через день-два мы приедем с Женькой. Мы откопаем. Но если никто не проверит, не откопает. Где-то тут в центре упанем. Растягивать не буду, чисто вот этот пляж возьму. Где-то все равно будет ходить. Вот так. Так. 4, да? И вот здесь. О, на бонуса. Давай, подруга. Иди рыбачь. Рыбачь налима. Пошла, родная. Тут уже и листа. Здесь уже все, пляж заканчивается. Значит, уже здесь не надо. Правильно, туда надо идти выше. Ну, пускай здесь тоже стоит. Убирать не буду. Ой-ой-ой. Вообще, ребят, в край. Тут в край вообще еле хватило. Глубоко уже здесь. Сколько, считай? Метров 5. Ну тут яма, да. Свал-то вот здесь где-то начинается.
Ну, разные дистанции поставим. Вот так. Ну что, друзья, дела сделал. 8 доночек по этому пляжу. Пляж рабочий. Осенью мы сами убедились, что здесь налим есть. По первой лодке, не знаю, попробуем. Чисто ради интереса, ребят, ради разнообразия. Так как люблю налима, в плане вообще ловить его. Конечно, такие тычки мы ставили в феврале, когда идет нерест у него, когда морозы хорошие. А по первой лодке не знаю. Ну, будем смотреть. Вот так получилось. В шахматном порядке. Раскидал самое крайнее. Еле-еле хватило вообще. Ну вот, в принципе, вот эти. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 штук. Вот они стоят прям в спирпикс. Очень мне прям аж нравится, как они стоят. Так что, ребят, будем думать, что нам поведет и нам попадется хотя бы один налим. И то будет просто ради интереса. Не знаю, время около часу, наверное. Через пару часов будет темнеть. Ну так, сегодня рыбалки никакой не хотелось. Чисто вот поймать живца, желательно ерша, и поставить. Ну, попалась плотва только. Ну ничего, пускай будет плотва. Попробую еще там полчасика подергать окушка и будем собираться домой. Матросы. Матросяшки. Ну-ка, беги. Позови-ка кого-нибудь поинтереснее. Кто на чем добирается? Кто на варяге 550 там, кто на квадрике. А Дрюня на 11-й. Не зря же Дрюня 11-й рус. Погнали. Погнал я до дому. Ну, можно еще час рыбачить, но не стоит играть этих свеч. Пойдем мы до дома. Дома ждет баня теплая. То, что я хотел, ребят, я сделал. Правда, не на ерша, ну ладно. Будем смотреть. Если попадется хотя бы один налимчик или налим, то добавлю еще пяток. Так как есть время порыбачить. Ну, плюс разведочка. Надыбал, где без конца берет мелкая плотва. Это плюс, так как собираемся на Таежное озеро, на Жерлице. Можно будет приехать порыбалить вечером или утром, без разницы. Ну и окунишка там мелкий клюет. Ну, интересно, короче. Так что, ребята, до дому. Всем хорошего настроения. Ну и посмотрим, что у нас попадется. А всем желаю, ребят, хороших уловок. Дрюня на связи.